У эфире программа «Объективно», у якой мы фокусируем объектив нашей телекамеры на актуальной проблеме, что находится на контроле уладов, спробуем объективно у ёй разобраться. Дорогами карыстаецца кожны з нас, ці як вадзіцель, ці ў якасці пасажыра. Па аўтамагістралях пераводзіцца значная частка грузаў. Нездарма ж дарогі называюць артэрыямі эканомікі. У якім стане знаходзяцца аўтамагістралі в обласці, хто адказвае за іх утрыманне і ў якім накірунку развіваецца аўтадарожная сетка Віцебшчыны. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Каля 18 тысяч кіламетраў дарог звязваюць гарады і вёскі Віцебшчыны. Да кожнага, нават самага аддаленага куточка в области, можно добраться на автомобиле. Первое – это связать райцентры между собой. То, что качество проезжей части было бы соответствовало сегодняшнему дню. Следующее – связать райцентры и агрогородки, где находятся сельские советы. Дальше райцентры и оставшиеся городки с центральными усадьбами. То есть вот такая градация идет. Конечно, к сожалению, не хватает у нас средств, чтобы дойти до каждого населенного пункта и сделать дороги все, которые отвечают современным требованиям. Но хотелось бы отметить, что вот тот дорожный сбор, который мы получаем от владельцев автотранспортных средств, его сумма сегодня вот на дороге, направляемые по Витебской области, составляет в пределах 14 миллионов рублей. А где-то 16-16,5 миллионов рублей мы в этом году опять привлекаем кредитные ресурсы Банка развития, чтобы вот эту сеть проводить в надлежащее состояние. Затем, как проезд на дорогах был комфортным и бяспечным, сочаць специальные службы. В области их две. Прадпрыемства «Віцебскаблдарбуд» отказывает за дороги мясцовага значения протяглостью больше за 15 тысяч километров. Нашим предприятиям применяются различные технологии и материалы при ремонте содержания автомобильных дорог. Это и асфальтобетонные смеси, и складируемые органоминеральные смеси, эмульсионно-минеральные смеси, струйно-инъекционная технология ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, стабилизация гравийных покрытий и многое другое. Применяем в основном технологии, которые хорошо себя показали, но вместе с тем и разрабатываем новые. В последние годы применяем технологию стабилизации гравийных покрытий с применением цемента и битумных эмульсий, в том числе и асфальтогранулята. Этим мы повышаем прочностные качества покрытий. На нашем предприятии с 2004 года разработана и внедрена международная система менеджмента качества. Это налаженная система управления производственными процессами, это квалифицированный персонал, это повышение доверия потребителей и многое другое. И в результате повышается уровень технико-экономического состояния автомобильных дорог, обеспечивается безопасность. Практычна ў кожным раёне вобласці ёсць падраздзяленне прадпрыемства «Віцебскаблдарбуд». Кожнаму дарожна-рамонтна-будаўнічаму ўпраўленню даведзена сваё заданне па рамонце дарог. Да прыкладу, ДРБУ нумар 144 абслугоўвае транспартныя артэрыі Віцебскага раёна. У сферы іх адказнасці больш за 900 кіламетраў дарог. Сёлета ім належыць капітальна адрамантаваць каля 1,5 десятка кіламетраў. Зараз работы ведутся на автодороге Руба-Тарасинки, граница Российской Федерации. Дорога эта значимая как для области, так и для района. Она связывает областной центр с выходом на Псковскую область Российской Федерации. В этом году мы на ней выполняем 8 километров текущего ремонта. Этого, конечно, недостаточно. Дорога уже очень сильно разрушена. Поэтому на следующий год предусмотрено еще 7 километров. То есть где-то эту дорогу мы приведем в соответствие с требованиями, чтобы она была безопасна для движения, для всех видов транспорта. И люди будут, я думаю, нам благодарны. Мы имеем 5 самосвалов своих. Если не хватает, то привлекаем сторонний транспорт. По асфальтоукладке. Асфальтоукладчик, вы видите, у нас практически новый. Это Volvo. То есть моторесурс у него еще огромный. По дорожным каткам несколько лет назад мы получили каток Амкадор, то есть это один из новых катков. Остальная техника, она еще походит и послужит на благо дорожникам. Василь Кастаянов 18 год працуе дорожником. Зараз кіруе сучасным асфальтоукладчиком. Кажа, техника складаная, але працаваць на ёй зручна. Работаю на этой машине недавно. Месяц до этого работал на укладчиках, но не таких. Это немецкая техника, сделана добротно, качественно, работает исправно. Все полностью, процесс можно полностью автоматизировать.
вплоть до выравнивания полотна, до подачи материалов и всего прочего. Поэтому аппарат очень хороший. Когда я учился, нам говорили, что о таком вы можете только мечтать. Сейчас я на нем работаю. Так у меня дорожного стажа 18 лет. Начинал на 143-м укладчике, это был наш брасловский гусеничный. Потом был 750-й, Фогель был. Ну, потихоньку вот дошел до этого. Утрыманнем, рамонтам і будаўніцтвам новых дарог рэспубліканскага значэння заняты спецыялісты прадпрыемства «Витебск-Автодар». У нас на балансе более 3000 километров дорог. К сожалению, они из зимы вышли не в надлежащем состоянии, поэтому сейчас основная задача по ликвидации ямочности стоит. Ну и подготовке дорог к летней эксплуатации. Это покраска, побелка, обстановка пути. На сегодняшний день мы уже практически выполнили более 50 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. Эти цифры по сравнению с прошлым годом практически в 2 раза увеличились, как я говорил, потому что дороги вышли, конечно, в таком достаточно плачевном состоянии после зимней эксплуатации. Влажность, переходы через ноль, они вызывают повышенный износ покрытия и разрушение тоже покрытия. Поэтому этот год и эта зима была в этом плане неблагоприятной. Прадпрыемства адказвае і за ўтрыманне ў належным стане сеткі платных дарог, якія знаходзяцца на тэрыторыі вобласці. Між тым, да такіх дарог прад'яўлены павышаныя патрабаванні. На сегодняшний день у нас 172 километра платных дорог. Это дорога М1 на всем протяжении обслуживаемого и дорога Р-21. Это Витебск, граница Российской Федерации, Лиозна. Развитие платных дорог, оно будет связано именно с реконструкцией. Если будет производиться реконструкция дорог, будут улучшены технико-эксплуатационные показатели, соответственно, будет и вводиться плата. Это участок дороги Р-46 от Лепеля до Полоцка с обходом Полоцка и участок дороги М3 от границы Минской области до Лепеля. Вот такие перспективы, думаю, на ближайшие несколько лет. Недастатковае фінансаванне – адна з самых вострых праблем дарожнікаў сёння. Проблема стоит в том, что финансирование сегодня на недостаточном уровне. Работа должна производиться в нормативные сроки. То есть, если не хватает денег, и мы не своевременно производим те же ремонт дорожных одежд, соответственно, может произойти отказ в любое время. Поэтому, конечно, основная проблема в том, что необходимо финансирование на поддержание дорог в надлежащем состоянии в нормативный период эксплуатации. Парк тэхнікі «Витебск-Автодара» – гэта дзясяткі адзінак разнастайных машын і механізмаў. К сожалению, есть проблемы с техническим оснащением, но останавливаться не собираемся, поэтому закупка техники у нас осуществляется регулярно. В этом году помогает в этом плане и инвестиционный фонд Министерства транспорта и коммуникации в связи с развитием Оршанского региона. Поэтому в пределах амортизационных отчислений мы закупаем технику, в которой мы выполняем работы по ямочному ремонту струйно-инъекционным методом. Падтрымліваць у належным стане існуючую сетку дарог – справа адказная і складаная, тым больш, што сетка ўвесь час пашыраецца. Сеть дорог у нас существенная, она уже сформировалась. И каких-то больших новых дорог фактически мы не планируем строить, и в ближайших планах нету. Единственное, сегодня ведутся дороги, это подъездная дорога к новому, как вы знаете, уже есть логистический центр построен, Бремена Групп в Оршанском районе. И вот к данному объекту действительно сегодня полным ходом идут работы по строительству к концу года. Объект мы должны ввести в эксплуатацию, его стоимость составит где-то 45 миллионов рублей. По дарозе, якая будуецца ля транспартна-лагістычнага цэнтра, па папярэдніх падліках на пачатковым этапе будзе рухацца до 4000 аўтамабіляў у суткі. Дорога строится по параметрам второй технической категории с цементобетонным покрытием, что для нас Витебск-Автодор является впервые мы строим. Являемся заказчиком по строительству цементобетонной дороги. Дорога имеет 2 полосы движения по 3,5 метра и укрепленную обочину из асфальтобетона шириной 2,5 метра. Дорога имеет
3 кольцевых пересечения, 3 моста через реку Одров, Холостовка, Ключникова и путепровод через железную дорогу. Дорога рассчитана на перевозку грузов до логистического центра, поэтому ограничений на ось не предполагается. На строительстве дороги задействованы все филиалы дорожно-строительного треста. На строительстве мостов МСУ-1 Могилевская и МСУ-5 Витебская ОАО «Мостострой». Прокладкой бетонной дороги займаюцца спецыялісты дарожна-будаўнічае ўпраўлення 62 будаўніча-монтажнага трэста нумар 8 Мінска. Яны ўжо прымянялі гэту тэхналогію на іншых будоўлях краіны. Для нашай жа вобласці гэта першая магістраль з такім пакрыццём. Яго перавагі – трываласць, даўгавечнасць, адсутнасць калейнасці нават пры інтэнсіўным руху цяжкагрузаў. В целом конструкция следующая. Песчаный непылеватый слой 40 сантиметров. Нижний слой основания из щебеночной гравийно-песчаной смеси. Затем верхний слой основания из толщего бетона. Потом выравнивающий слой из песчаного асфальтобетона и 24 сантиметра тяжелого бетона, армированного. Общая толщина 97 сантиметров. Объем укладываемого бетона 14 тысяч кубов толщего бетона и 19 тысяч кубов тяжелого бетона. Рухомы бетонны завод, акрамя ўзвядзення дарогі, забяспечвае матэрыялам работы па рэканструкцыі узлётна-пасадачнай паласы транспартна-лагістычнага цэнтра. Прадукцыйнасць комплексу 240 кубаметраў бетону ў гадзіну, да 2500 у суткі. Завод мабільны, для яго разгортвання на новым месцы трэба не больш тыдня. На новай дарозе з'явяцца 3 новыя масты і 1 пуцеправод. Новыя збудаванні разлічаны на дзясяткі гадоў беспраблемнай эксплуатацыі. Але ў вобласці ёсць шмат мастоў і пуцеправодаў, якія ўзведзены даволі даўно. Не совсем в хорошем состоянии мост в городе Полоцке через Западную Двину. Проектно-сметную документацию мы разработали, и где-то с июля-августа мы его будем закрывать и капитально ремонтировать. То есть это тоже серьезный объект. По республиканским дорогам есть такие мосты, у нас их несколько, но они не то что аварийные. Они сегодня, их нужно ремонтировать просто, да. То, что касается моста в Новополоцке, то на ближайшие годы его ремонт произведен. И в рамках обхода города Полоцка, о чем я ранее говорил, мы планируем строительство моста, современного моста через Западную Двину, и тогда нынешний мост, он будет разгружен, основное движение пойдет через новый мост, и этой проблемы не будет как таковой. У Витебской области развітая сетка дарог. Практычна няма неабходнасці пракладваць новыя шляхі. Прыярытэт сёння на паляпшэнні якасці, прапускной здольнасці і бяспекі руху на існуючых магістралях. Сегодня ведутся проектно-изыскательские работы по республиканской дороге М3, то есть Минск до Лепеля. И фактически уже готов строительный проект по дороге от Лепеля до Полоцка. И сейчас проектируют, делают обоснование инвестирования, это обход города Полоцка. То есть вот это тоже мы фактически в ближайшие годы будем иметь современную трассу, связывающую Минск и город Полоцк, ну и в перспективе уже выход на Российскую Федерацию. У нашым традыцыйным апытанні на сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» мы парасілі ацаніць якасць дарог у нашай вобласці. Яго прамежкавыя вынікі зараз на вашых экранах. Як бачым, меркаванні рэспандэнтаў разышліся. Многія лічаць, што дарожнікам яшчэ ёсць над чым працаваць. Па адрасе vtv.by будуць і іншыя пытанні. Заходзьце і галасуйце. Тут жа змешчаны тэмы бліжэйшых выпускаў нашай перадачы. Прапановы па іх, а таксама пытанні адказным за іх вырашэнне службовым асобам можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!